сотрудники, личный состав и сержантский, и офицерский, вы находитесь на охране объекта. За охрану объекта вас поздравляю с 70-летием наших пожарных команд. Крепкого здоровья! Не болейте, не старейте. Первоначально охрану строящегося объекта от пожаров осуществляла пожарная рота при воинской части номер 75-79. Ротой командовал старший лейтенант технической службы Куст Андрей Никитович. В ней проходили службу солдаты-фронтовики, а также те, кто не был на фронте, но находились на действительной службе. В 1948 году приказом номер 00570 22 мая министра внутренних дел пожарная рота была преобразована ОВПК-1, отдельную военизированную пожарную команду номер 1 по охране завода «Коммунист» и строящихся объектов города. Начальником команды был назначен старший лейтенант технической службы Куст А.Н. На момент формирования численность личного состава составляла 170 человек. На вооружении находились автомобили, автонасос ПМЗ-1, автоцистерна ПМЗ-2, в резерве автонасос ПМЗ-1 и грузовой автомобиль. В состав команды влился личный состав роты и часть работников строительной пожарной команды. Среди них ветераны отдела пожарной охраны номер 4. Мамонов, Марычев, Колпаков, Бекетов, Лесиков, Золотов, Лапин и многие другие, которые прошли жизненный путь и сегодня имеют полное право называть себя первыми организаторами пожарного дела в нашем городе. В то время личный состав дежурных караулов размещался в палатках, а автомобили под навесом. Впоследствии помещение ВПК-1 переоборудовали до 1995 года, а гараж стал на 3 выезда. Заработная плата в то время была низкой, и все-таки люди в большинстве своем работали с душой. Многие имели по 3-4 класса образования, но нехватка знаний компенсировалась добросовестным отношением к делу, желанием отдать всего себя работе. В 1956 году, так как численность личного состава ОВПК-1 в соответствии с приказом ГУПО МВД СССР была объявлена в количестве 94 человек. В вооружении находилось в боевом расчете автоцистерна ПМЗ-9, автонасос ПМЗ-10, оперативный автомобиль, в резерве автонасос ПМЗ-10, грузовой автомобиль. Пожарная часть к этому времени переехала в здание, в котором располагается по сей день. В ноябре 1975 года взамен переговорного устройства на вооружение дежурных караулов вводятся переносные радиостанции марки «Тюльпан». В 1985 году началось строительство пристройки к пожарному депо. Большую помощь по ее строительству оказывал весь личный состав ВПЧ-1. В 1974 году по инициативе заместителя пожарной части Кламботского впервые в пожарной охране разработаны, изготовлены и введены в расчет дозаторы, которые позволяют без регулировки давления воды подавать воздушно-механическую пену. Дозаторы были также одобрены Первым управлением и рекомендованы для изготовления в других подразделениях пожарной охраны.